Почти 700 миллионов рублей Тува задолжала Россети Сибирь за потребленную электроэнергию. Сейчас мы находимся в городе Агдуврак, где проводятся повторные рейды по незаконному потреблению энергоресурса. Специалисты сетевой компании выявили 221 факт хищения электроэнергии в городе Агдувраке, зафиксированных при проведении нескольких рейдов. Нарушители отключили от электричества. В четверг энергетики снова прибыли к злостным расхитителям энергоресурса, чтобы проверить ранее ограниченных абонентов. В городе Агдувраке потребители самостоятельно подключаются к сетям Россети Сибирь Республики Тыва, чем ухудшает положение. Потери увеличиваются в настоящее время. Задолженность большая, полностью все потребители с совестью относиться к ранее ограниченной и вообще потребитель не подключаться до прибора учета. Это что значит? Что может быть снижение тарифа по Республике Тыва. Граждане подключаются самовольно к электросетям после отъезда энергетиков и не задумываются об опасности электрического тока, собственной безопасности и о том, что отношения с энергетиками проще узаконить, оформить документы, получить договор и платить уже по показанию и тарифу. Во время рейда и повторного отключения жильцы этого дома тут же нашли средства на погашение долга за электроэнергию, которые копили с 2016 года. Что им мешало сделать это раньше, остается непонятным. Ну, почему население не платит-то, конечно, это очень спорный вопрос. Но если сравнивать, то, для примера могу сказать, ежемесячно население получает выплату с 3 до 7 лет около 16 миллионов рублей-то. Но с другой стороны, со стороны администрации оказываем всякое действие. И для примера могу сказать в том, что мы также оказываем оформление субсидий-то. А также население получает ежемесячно примерно от 3 до 5 миллионов рублей-то. Получается, там есть доход населения, честно говоря. -то. Почему не платят? Ну, хотел бы призывать своих земляков, чтобы они платили-то. В компании Россети Сибирь рассказывают, что наибольшее количество хищения электроэнергии приходится именно на западный район Тувы. За этот год энергетики ограничили электроэнергию 3322 абонентам. В Агдувраке и в Кызылмажалыке, кроме населения, имеют задолженность и юридические лица. Задолженность населения по городу Агдувраку на 1 августа на сегодняшний день составляет больше 31 миллиона рублей. По сравнению с январем текущего года составляла 29 миллионов. Основную часть долга составляет это многоквартирные дома, МГЖДшники. Мы заключаем, вот у кого долги большие по крупным должникам, неплательщикам, ну, они к нам обращаются, но мы с ними тоже заключаем соглашение о реструктуризации долга. Что это значит? Они могут свои долги оплатить частями, то есть ежемесячно какую-то определенную сумму. Проблема у нас получается по городу Агдувраку, по юридическим лицам, это ЖКХ города Агдуврака, ТСЖ, управляющие компании, которые имеют огромные долги за потребленную электроэнергию. Телеканал Тува-24 совместно с компанией Россети Сибирь и Тыва-Энергосбытом призывает граждан ответственно относиться к своей безопасности, оформить договор с энергетиками на присоединение к сетям и своевременно оплачивать услуги за потребляемое электричество. Алдын Казбоян, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, Тува-24.